Друзья, как уже говорил в первой части нашего фильма, цель этого проекта, которую мы разделили на 4 части, представить как можно более кратко роль Абхазии в формировании единого государства Грузии, основываясь на исторически значимых документах, а также развеять все сомнения по поводу исторической принадлежности Абхазии к Грузии. Ссылку на первую часть оставлю в описании. Итак, продолжим с периода правления Давида III Куропалата. В Южно-Грузинском царстве Тау-Каларджети, которая была основана в южных районах Грузии, правила династия Багратионов Тау, основанный еще в IX веке картлийским князем Ашотом Багратионом. Один из них, Давид III, владел южным Тау, то есть Имертау, Пассиани и соседними армянскими общинами. Во время правления Давида III царство Тау достигло значительных успехов. Установилась широкая экономическая связь с восточными и западными государствами. Были построены десятки храмов. Но главная заслуга Давида III Куропалата перед грузинским народом состоит в том, что он способствовал и внес огромный вклад в объединение Грузии в одно государство. Его родственник и усыновленный воспитанник Баграт Багратиони по матери был внуком правителя абхазов, а по отцу представителем Тау-Каларджетинского рода Багратионов. Отец Баграта, Гурген, носил титул «Царь-Грузин». Давид III Куропалат привел Баграта в Картли со своим войском и заявил грузинской знати: «Это уроженец Тау, Картли и Абхазии, сын мой и мною воспитанный, а я его наместник и помощник». То есть Баграта Давид Куропалат назвал будущим правителем Тау, Южной Грузии, Абхазии, Западной Грузии и Картли, Восточной Грузии, и призвал всем подчиниться ему. Давид Куропалат способствовал приведению на трон Баграта в Западной Грузии. Это послужило основой для начала объединения средневекового грузинского государства. К концу X и началу XI веков длительный процесс объединения грузинских земель подошел к концу, и возникло единое государство, главой которого стал царь Баграт III Багратиони. Объединение Грузии де-факто было осуществлено в 1008 году, после смерти отца Баграта III, царя царей Гургена. Титул первого царя объединенного грузинского государства начиналось со слов «царь абхазов». Именно вокруг Кутайского престола были воссоединены все земли Грузии и образована общая грузинская государственность. Царство абхазов с самого начала было картвельским государственным образованием Грузии. Важно то обстоятельство, что Баграт получил трон царя абхазов не как Багратиони, а как законный представитель династии правителей абхазов. Из этого ясно, что утверждение некоторых, будто цари абхазов не имели никакого отношения к Грузии и грузинам, лишены всяких оснований. Например, цари абхазов были такой же грузинской династией, как и Багратиони. Именно слияние и объединение этих двух династий дало нам объединенное царство Грузии во главе царя Баграта, преемником которого является современное грузинское государство. Во время правления Баграта III в Кутаиси был построен храм Баграта, строительство которого было завершено в 1003 году. Освящение храма стало важным событием той эпохи. Арабский географ и историк XIII века Якут аль-Хамави отмечает, что в Абхазии живут христиане гурджи, то есть грузины. Сельджукский писатель XIII века Ибн Биби называет царицу Тамар царицей гурджев, а ее царство царством абхазов со столицей Тифлис. Абхазов и картвелов также отождествляют Назами Ганджели, Хакани Ширвани и другие. Примечательно, что средневековые русские источники также указывают на то, что Иберия – это та же Абхазия, и Абхазия – это та же самая Иберия. Не менее важно, что единство абхазов и грузин в Грузии в этот период не ограничивалось синонимическими значениями этих слов. Именно абхазов, проживающих в северо-западной части Грузии, ни грузинами никогда не считали. Живший в XI веке грузинский историк Леонтий Мровели, рассуждая о происхождении кавказских народов, этнически Западную Грузию целиком считает уделом Игрисси. На территории современной Абхазии церкви и монастыри были центрами грузинской культуры. Письменная культура региона в то время была только грузинской.
В XI-XIV веках почти все лапидарные надписи, дошедшие до нас, написаны на грузинском языке с использованием грузинских букв и слов, не считая нескольких греческих. В жизни единой Грузии абхазы никогда не выделялись от остальных грузин ни по языку, ни по культуре и ни по религии. То есть они были такими же грузинами, как мигрелы, сваны или имеретинцы. В конце 15 века Грузия распалась на 4 независимых княжества. В то время абхазское владение входило в состав княжества Одыши, то есть Мигрелии. По словам венецианского дипломата Йосифа Барбаро, граница Самегрело простиралась до Черкесии, на основании чего можно сделать вывод, что вся Абхазия до Черкесии находилась в пределах границ Самегрело. В указанный период, то есть в период до середины 15 века, большая часть территории современной Абхазии административно входила в княжество Одыши – Цхуми. Цхуми – грузинский, сванский топоним, обозначающий дерево-граб, которые в основном были заселены картвельскими племенами. Цхуми, по всем данным, был грузинским городом. Сам город представлял собой резиденцию главы Самегрело, где он чеканил монеты. Южная граница княжества абхазов не выходила за пределы Янакопии. Абхазское княжество, во главе которого стояли представители рода Шарвашидзе, являлось огранической частью общегрузинского государства. В середине 15 века наблюдается экспансия северокавказских горских племен в направлении Цхуми-Себастополиса. По словам себастопольского сухумского консула Герардо Пинелли, в 1455 году 28 июля на город внезапно нападают авугазы, то есть черкесские племена. Изменения в социально-экономической и культурной жизни Абхазии в 16-17 веках связаны с этногеографическо-демографическими процессами. В частности, возникла новая волна родственных горных племен в регионе. Особенно активными в этом отношении были черкесские племена, которые с 15 века постепенно начали обосноваться на территории княжества Абхазии. Этот процесс становится еще интенсивнее в 16-18 веках. Правители Самегрело, которые контролировали территорию современной Абхазии, неоднократно были вынуждены прибегать к превентивным ударам по этим племенам, не давая им возможности проникнуть в глубы Абхазии. В плане социально-экономического развития прибывшие племена резко отличались от местного коренного населения княжества Абхазии. Если местные абхазы, которые были этническими грузинами, были частью высокоразвитого грузинского феодального общества с общехристианской идеологией и библиографическо-письменной культурой, то пришедшие северокавказские племена являлись разрушительной силой с варварским менталитетом первобытных племен. Именно поселившиеся племена вносят свою собственную языческую религию в Абхазии. Со своей стороны, обосновавшиеся на этой территории турки пытаются распространять ислам. Эти процессы привели к расшатыванию позиций в христианской вере древних абхазов. Во времена правления Левана II Дадьяни большая часть нынешней Абхазии оставалась в пределах княжества Самегрело. Примечательно, что одна из резиденций правителя Самегрело находилась в Меркуле, это Ачамчирский район. Именно здесь Леван II Дадьяни подписал мирный договор с Османской империей в 1615 году. Чтобы защищаться от нашествия северокавказских переселенцев, которые именовали себя Апсуа, Леван Дадьяни построил защитную стену в ущелье реки Келасури. К середине 17 века Апсуа-абхазам удалось преодолеть эту стену. В 80-х годах 17 века после смерти Зигнака Шарвашидзе образовавшееся новое княжество абхазов было окончательно разделено на 3 владения. Северная часть, территория между реками Бзыб и Кодори, отошло старшему сыну Загрека Ростому Шарвашидзе. Территория между реками Кодори и Кализгой, или Среднее село, была принята средним сыном Чикешия, а территория между Калицгой и рекой Энгури была отдана во владение младшему сыну Квапу, после смерти которого она перешла по наследству к его сыну Мурзакану Шарвашидзе. От его имени и произошло нынешнее название этого региона Самурзакано, то есть владение Мурзакана.
На сегодня все, друзья. Продолжим в следующей части. Подпишитесь на канал и ставьте лайки.